Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как один из банкоматов на улице Декабристов стоял с открытым отсеком для ящиков с деньгами. Сказали, что дымовую завесу и вскрыли банкомат. И к чему это привело? Расскажем, как объяснил водитель автобуса причины аварии, в которой сильно пострадала кондуктор общественного транспорта. Просто упала она в салоне. А также на что сегодня обращали повышенное внимание автоинспекторы на мотоциклах. Это и не только прямо сейчас. Сообщение о вскрытии терминала в отделении одного из банков на улице Декабристов поступило ночью в отдел полиции. Прибывшие на место стражи порядка оцепили территорию и осмотрели место происшествия. Помещение, в котором установлены банкоматы, было в дыму. Отсек для денег у одного из аппаратов открыт. Айгуль Батрудинова с подробностями. Сотрудники полиции приехали быстро и сразу же оцепили территорию возле банка. Помещение, где находятся банкоматы, было в дыму. Осматривая его, стражи порядка увидели, что один из аппаратов с деньгами открыт. Сказали, что дымовую завесу и вскрыли банкомат. Зеваки тут же предположили, что банкомат вскрыли неизвестные преступники, а дымовую шашку зажгли, чтобы с улицы не было видно, что они делают внутри помещения. Но ничего подозрительного, кроме открытого отсека с деньгами, полицейские не обнаружили. Все, отбой дали. Он кинул какой-то собака, он боится. Я сам в шоке. Как выяснили стражи порядка, незадолго до срабатывания сигнализации банковского терминала в это отделение приезжали инкассаторы. Они забрали наличности и, видимо, забыли закрыть один из аппаратов. Через некоторое время автоматика подала сигнал о попытке взлома. Дым же может быть результатом срабатывания пиротехнической ловушки того же банкомата. Деньги из него не пропали. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Занесло на ровной дороге. Так объяснил 51-летний водитель автобуса 68-го маршрута свой выезд на полосу встречного движения и последующую аварию. Поздним вечером на Ноксинском переулке общественный транспорт въехал в отбойник. В результате происшествия сильно пострадала кондуктор, не сумевшая удержать равновесие. Женщину госпитализировали прибывшие на место врачи. Алия Хайрудинова продолжит. Просто упала она в салоне. По обычному на осмотр увезли, все. Единственным пострадавшим в аварии была кондуктор автобуса. По рассказам его водителя, она не удержала равновесия при столкновении. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у 37-летней женщины обширную открытую отслойку кожи правой стопы и голени, перелом пяточной кости правой стопы без смещения и внутренней лодыжки правой голени. Пострадавшую госпитализировали. Выйти на работу она сможет еще не скоро. Больше в аварии никто не пострадал. В салоне никого не было? Не было, в гараже ехали. То есть вы уже пустое направление? Да, только кондуктор было все. Объясняя, как так произошло, мужчина рассказал, что автобус просто занесло. Водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в отбойник. Не было никого. И что-то сзади одна машина потянула. Я на него посмотрел, и что-то руль в одну сторону потянул. Все. Ну, с вами такой первый раз, наверное, да? Первый раз, да. За 30 лет первый раз. Отрицать вину в такой ситуации водителю уже не имело смысла. Серьезных повреждений его транспорт не получил. Вероятнее всего, после небольшого ремонта автобус снова выйдет в рейс, но уже с другим кондуктором. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Хватит это терпеть, решили автоинспекторы, и на казанских улицах повышенное внимание обращали на автомобили с нечитаемыми номерами. Таких было много. На одних стерта краска, другие закрыты листочками или визитками. Где-то с цифр содран светоотражающий слой. А некоторые, как убедилась Нафиса Минязова, и вовсе ездят без номеров. Им сказали, на что в первую очередь обращать внимание. Сотрудники мотоциклетного батальона отправились выполнять задание. Сегодня их цель – машины с нечитаемыми или скрытыми номерами. Их закрывают визитками, замазывают грязью или зимой снегом, чтобы избежать лишних трат. К сожалению, на сегодняшний день наблюдается тенденция умышленного закрытия государственных регистрационных знаков с целью ухода от административной ответственности, будь то за превышение скоростного режима, либо за нарушение ПДД, связанное с остановкой стоянки транспортных средств в местах, где это запрещено.
Патрулировать по улицам Казани мотоинспекторам пришлось недолго. Kia Rio с нечитаемым передним номером тут же бросилась в глаза. То, что стерты у вас номера, по части 1 статьи 12.2, часть 2, будет составлен материал. Штраф в размере 500 рублей автоледи выписали на месте и напомнили, что если номер в таком состоянии, то надо изготовить дубликат. Это сейчас недолго. У проезжающей рядом Лады Гранта краска стерта с обоих номерных знаков. Почему у вас номера нечитаемые? Стерлись или как? Нет, на этот. Или целенаправленно? Нет, ничего. А почему не меняется? Все-таки нарушение же как бы или скрываете? Забываем. Забываете? Поменяете? Конечно. Штраф, понадеялись, автоинспекторы должны избавить его от забывчивости. А мимо этого автомобиля сотрудники ГИБДД просто не могли проехать. С номерами у него все в порядке, не так со стеклами. Хорошее настроение этому молодому человеку не омрачило и то, что помимо устранения тонировки на месте, ему выписали штраф в 500 рублей. За несколько часов целенаправленных проверок инспекторы выявили 95 нарушений, 48 из них за тонировку, 9 нарушителей ездили вообще без госномеров. 19 штрафов выписали за нечитаемые грязные номера. Один мотоциклист ездил, не имея на то права. За последние 4 месяца за нечитаемые грязные номера только в Казани выписано больше 60 тысяч штрафов. И более 1000 за то, что люди умышленно их скрывали. К слову, за последнее предусмотрен штраф до 5000 или лишение водительского удостоверения сроком от 1 до 2 месяцев. Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов, вызов 112. В Челнах вынесли приговор Азату Хикматуллину за покушение на убийство 2 и более человек. Камера наблюдения зафиксировала, как 29 декабря 2018 года он ворвался в ночной клуб с ружьем и направил оружие на охрану. Его удалось обезвредить. Салават Мухаммадуллин узнал, что его отпустили из-под стражи за сутки до приговора, и расскажет, какой вердикт вынес суд. Он пришел в суд сам. Эту ночь он впервые за почти 5 месяцев провел со своей семьей. 20 мая закончился срок его ареста, и мужчина покинул следственный изолятор. Под стражей он находился с 30 декабря. Днем ранее 34-летний Азат Хикматуллин, ранее несудимый отец 3 детей, с 2 приятелями отдыхал в ночном клубе. Но сотрудникам не понравилось, что один из гостей уснул на столе, и компанию попросили покинуть заведение. Раздосадованный тем, что вечер продолжится не так, как он хотел, подозреваемый сходил домой за ружьем и вернулся в клуб. Видимо, очень хотел на танцпол, но охранникам удалось обезвредить вооруженного посетителя и передать его в руки полиции. В ходе расследования вменяемую ему статью переквалифицировали с покушения на убийство 2 и более лиц на угрозу убийством. Поэтому и наказание существенно мягче, чем изначально просил прокурор. Признать Хикматуллина Азата Азгатовича виновным в совершении преступления присудом по части 1 119 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием преступной колонии общего режима, взяв его под стражу в зале суда. Позиция суда, изложена в приговоре, соответствует позиции моего подзащитного в том, что он совершил не покушение на убийство, а совершил угрозу убийством. Поэтому квалификация судом, по мнению защиты и Хикматуллина, дана верно. В части квалификации точно с нашей стороны обжалования не будет приговора. По поводу назначенного наказания мне нужно дополнительно согласовать с позицией подзащитного. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней после вынесения приговора. Но с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, в местах лишения свободы ему предстоит провести меньше года. Салават Мухаммадуллин, Исан Ханова, Сергей Вильданов, вызов 112. Огонь охватил балкон в одном из многоэтажных домов на улице Закиева. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как языки пламени вырываются из окон на 3-м этаже. Как рассказали жильцы соседних домов, пожарные долго не могли проехать к месту возгорания из-за припаркованных автомобилей. Но, добравшись с пожаром, справились быстро. К счастью, люди не пострадали. Все смогли самостоятельно выйти на улицу. В результате пожара сгорел балкон. От воды пострадали и несколько квартир на нижних этажах. Причины возгорания устанавливают дознаватели. Некоторые сотрудники и посетители одного из торгово-офисных центров Казани в панике выбежали на улицу, испугавшись шевелящегося под ногами пола на 10-м этаже. В разгар рабочего дня плитка в коридоре стала с грохотом подниматься, отлетать, где-то трескаться. Люди испугались деформации и разрушения здания. Эвакуацию сняли на мобильные телефоны. Нафиса Минязова попыталась выяснить причины. Скрывается пол прямо на глазах с грохотом. Услышав треск и увидев вздутый пол на 10-м этаже, сотрудники и посетители в панике выбежали на улицы. О случившемся тут же написали в социальных сетях. Но те, кто работает в здании долго, не сильно удивились произошедшему. Метр на метр плитка просто отошла.
участками. Люди эвакуировали, да? Никого не эвакуировали. Просто пришли, сами спустились и сказали, что вскрылась плитка, пригласили инженера, все нормально. Сотрудники успокоили посетителей и объяснили, что керамогранит положили неправильно, поэтому он и вздулся. Сама плита перекрытия цела и невредима. Сейчас все здание работает в штатном режиме. Руководитель торгового офисного центра нам объяснил, что никакой угрозы нет и не было. Он также нам рассказал, что когда на улице резко меняется температура, такое у них уже случалось. По словам администрации центра, причина в швах между плитками. Их заполнили не тем составом. Ремонт, рассказывают, обычно делают арендаторы и не всегда соблюдают строительные нормы. Сейчас, как заверила администрация, последствия предыдущего ремонта устраняет квалифицированная бригада строителей. Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.